Что, сейчас прикуплю себе новый винт. Вот лодочки какие прикольные стоят, блин. Интересно, ценники какие. Сейчас схожу, прикуплю, посмотрим заодно тут, что вообще есть в этом. Русская механика. Раньше это джет был, сейчас это русская механика. Вот такие вот корпуса. Железо, но тут довольно-таки плотненько. Вот это почему? Ага. Волжаночка. Ну прикольно, конечно. Вот туман, видите, 500 какая-то там. Ничего, когда-нибудь я дорасту до такой тачки. На самом деле. Вот Волжанка X. Какой-то зеленый тоже с дворничком. Все дела, да? Прицепчики тут. Ну, короче, цены, ребят. Блин, скорее всего, тут космические цены. Если честно, смотрите, как вот. Ну, здесь проварено, да? Здесь проварено, а здесь вот прихваточками, блин. Вот. И он, видите, какой плоский. А не так, как вот я хочу сделать. И плюс мне не нравится это киль, короче. Они все килеватые. Большой киль. А мне нужна плоскодонка. Потому что вот с таким килем налетишь на воду, на мель, и все. И ты там прилипнешь надолго. Волжаночка. Смотрите. Внимание, туда-сюда. Сейчас глянем. Фиш. Мощность мотора 60-ку можно повешать. 5 человек максимум 2024 года. Лодка моторная. Не знаю, с чем он. Стенд. Ну, тент прикольно, конечно. На заклепках тент. Уключенный. Вот джементы вот эти вот прикольно, чтобы тут ковыряться в моторе. Ну, четко, да. Руль идет в комплекте. Какие-то кнопочки. И уровень бака. Скорее всего, тут бак должен быть внутри. И вот так карпетиком все обшито. Спиннинжочечки сюда можно поставить. Ну, довольно-таки прикольно. И этот, хоба, лючок, размыкатель массы. Четко. Фиш, короче, палуба. Тут можно сидеть, балдеть. Круто, аэратор, наверное, самоотливная. Что-то тут. Здесь вот такие вот штучки. Ну, прикольненько сделано, конечно. Круто, но цены тут, наверное, страшные. Ладно, пойдем глянем, что самое дешевое есть. Вот еще Фусо Джет какой-то, Джет. Интересно, поинтересней. Вот тут такое резиновое, такое покрытие прикольное. Да. Проводка заведена. Это топливный шланг. И вот на такой вот. Ну, простой пыльник от Шруса. И тент еще. Ну, круто, круто. Пойдем посмотрим, что внутри. Вот Сузука висит какая-то. Глянем, что внутри. Вот такие раритетные моторчики здесь у них. Салон техники, ё-моё. Ну, круто здесь, ребят. Можно прайсы взять. Посмотреть Солары. Потом изучу. Прицепчики. Обязательно все это изучу. Так, что еще есть? Вот это что такое? Ну, тоже для интереса посмотрю, что это такое. Вот это для интереса посмотрю. Обзорчик сделаю. Так, вот лодочки, по-моему, прайс на алюминий. Лист. А, нифига себе. Листы тут все швеллера, не швеллера. Это я смотрел. Ханган, серия пирамид. Что такое? Палатки для зимней рыбалки. Так. Это я Солары взял, это взял, это взял. Так, все, я тут возьму, потом заберу. Что у нас? А, с прайсами надо ходить. Тут вот это мне больше чего не нравится, когда надо ходить с прайсами. Сейчас я выберу что-нибудь. Ну, короче, сейчас пробегусь быстренько. Так, Бураны. Сузуки моторы, да? Вот моторы. Моторы возьму.
Так, а где сами лодки-то, блин? Прайс на алюминий, а на лодке где? Ну вот лодки, по-моему, да? Ну, ценники пипец, короче. Страшно, блядь, смотреть. Прицепы. Прицепы тоже цены подросли капитально, блядь. Короче, страшно, ребят, смотреть цены такие. Так, Солары 147 там тысяч. Ладно, лодочный мотор, пойдем посмотрим. Так, полтинник. Ну, нифига, Сузуки. Миллион, этот Honda стоит 60-ка, лям 160, пятнашка 300. Так, смотрим, тут у нас что, двухтактный, четырехтактный. Сузуки, да? Сузуки, четырехтактные моторы, тахарики. Цены миллион, ее пошмать. 9,9 ES, смотри, сколько стоит. Бам-бам, 300. Хочешь такой? Хочешь такой? 300 тысяч, вот 9,9, вот 300. Возьми в рот у тракториста. Блин. Ужас. Ну, что поделать. Цены капитальные, короче. Четырехтактные моторы. Не каждый себе может позволить. Так, это что такое? Двухтактные моторы. Что-то 400-500. Так, четырехтактный. А, Marine Rocket китайские какие-то. А, во. Китаец, вот этот вот китаец 40-й. Это типа эндурика. Вот, типа эндурика. 40-й. 300 тысяч стал стоить. Ну, простой китаец, как Marine Rocket, нифига себе. Ну-ка, четырехтактник, нифига себе. Вот это для меня тоже интересно, кстати, четырехтактный Marine Rocket. Посмотрим. 556 тысяч вот это вот байда стоит. Китайская. Которая вот этикетка сразу отваливается. Где-то я видел в ютубе. Сразу отвалилась. Вот такой 90-ик, ну ничего, он такой. Башка у него конкретно. Ну посмотрим, 90-ик, ребят. Пам-пам. Специально фокус даже. Миллион, ёпти. Миллион рублей. Я боюсь уже спросить, сколько вот эти стоят. Именитые бренды. Раз вот этот миллион. О, Marine Rocket. Да. Ладно, я, короче, иду вон туда наверх, ребят. Тут все проходить не буду. Сами заходите, короче, если вы здесь, в Якутске, проживаете. Приходите, смотрите сами. Что тут? Я пойду пока винт себе куплю. Вот. Ну, помещение такое большое. Прикольные соларчики, конечно. Но это дорогие лодки Солар, ребят. Я как бы не рекомендую по цене. Что-то переборщили они с ценой, по-моему. Вон Сан-Марин еще есть. Ну тоже, но это хорошее качество, конечно. У меня была Сан-Марин когда-то давным-давно. Быстренько я там ее купил и перепродал. Тоже такой плотненький материал был интересный. И как бы она качественная. Но я не знаю, сейчас как делают. Сейчас склеивают или варят. Вот это я тоже не знаю. Раньше она вареная была. И вот смотрите, даже киля нет. Тупо плоскодонка. Киля-то вот такая вот. А тут плоскодоночка. Ну, Airline. Видите, как они замутили, блин. Соларчики. Ну, Солар как-то то ли слишком разрекламирован, то ли что, блин. Ну, для богатых, короче. А, это Баджер. Нифига себе, Баджер это вообще крутое. Даже вот просто одна только лавочка 2200 стоит, алюминий. Алюминий. Соларчик 310. Ну, прикольненько, конечно. Вон, джетовские всякие темы. Вон, видите, уже под наставка сразу. Хоп-хоп тут так сделано. По приколу. Вот этот вот момент, чтобы тут вот внизу, чтобы как заборник был для воды. Джет, видите, SGT даже, супер джет. Ну, прикольная, конечно, лодка, но цены тут, наверное, скорее всего, космос. Ладно. Вот моторчик Сузучка, конечно. Когда-то тоже такой хотел. Но у меня такой был. Только волосатых годов, лохматых. А это
почти конструкция не изменилась с того времени. Ну, хороший, конечно, да. Но мне не нравится его, как он работает. Он весь трясется, весь колмашматит его, блядь. Так, вот это что у нас? 2500 накидочка. Ну, тоже какой-то китаец или что это такое. Ладно, пойдем наверх, ребят. Ну, тут много чего, всякие казаны, мазаны. Вот пацанчик сидит такой, как будто настоящий. Ну, это манекен, конечно. Вот всякие вот такие мешки и прочее. Было бы, конечно, круто. Мешки такие. Вон, пока ты будешь тут балдеть, можно полежать. Фуса джет. Ну, круто, конечно, отделано, четко. Дорогущие лодки вот эти. Все покрашено, алюминий такой прям. Четко выглядит, конечно, но под него нужен жесткий мотор. Прям здоровый нужен мотор. Тент прикольный. Ну там место, да. Че место дофига. Это у нас какой-то Фусо Джет. А вот он. Этикеточка. Посмотрим. 600 килограмм грузоподъемность. Почти как у резинки грузоподъемность. На 6 человек. 150 лошадок можно максималку сюда воткнуть. Видите, вот они как-то сделали. Такие какие-то прорези. Тут, ну, что-то вылизано, конечно, но что-то вот какие-то цифры тут. А, это ты что, когда рыбу поймал, замерил, что ли? Или что, сколько она метров было? Прикольно, прикольно. Тут у нас что? Смотровое окно. Ну, помпа тут, все как положено. Ну, четко, конечно. Все прокрашено. За счет прокраски и цена. Тоже вот эти шрусы. Ладно. Короче, мне наверх, ребят. Ну и вот тут вот. Тут-то. Это что такое? Это что-то такое мощное. Это не щука, ребят. Это омуль или что это? Я такое не ловил никогда, поэтому я как бы не знаю. Видите, у него ряды зубов. Какая пасть офигевшая. Ну или вот опять-таки омуль, видите. А что-то щуки нет. Щуки не видать. Ну прикольно тут такой. Да, вот ребята походу. Сотрудники. Которых уже с нами нет. Ладно, смотрите, как прикольно сделан стол. Вообще. Стол сделан, конечно, да. Ну вот чучело. Вот это как-то кабарга, по-моему, называется. Вот это вот. Вот это животное. Прикольно. Ладно. О, лисичка. Ну и вот писец. Всем писец. Цены тут тоже писец. Так, ну ладно. Все, короче, пойдем наверх. Не туда, наверх. Ну и второй этаж по приколу. Тут все четенько. Классно сделано. Ножи есть. Примерно вот для подарочка кому-нибудь. 7 рублей и прочее. Ну-ка, что-нибудь тут есть? Бюджетно нету. Всякие штуки вот для... Ну, тут цены, конечно, ребят. Кому там интересно, что, паузу ставьте. Качество видео хорошее. Паузу ставьте. Можете такие же валишки заказать примерно. Пофоткайте, что тут. Фотки это в Алиэкспресс делайте, если есть время ждать. Такие вот такие ящики. Прикольные. Короче, тут вот и винты есть. Допустим, я за винтом пришел. 5200, вот мой винт. Шкипер. Десятка. Тяговой. Вот мой. Скорее всего. Да. Honda 30. Капитан. 5200. 6600. Вот примерно вот такой вот ассортимент. Всякие колоночки тут или что это такое. Ну, какие-то водомоторные колоночки. Якобы это водонепроницаемые. Туда-сюда. У меня, кстати, вот такие стояли в какой-то из лодок. Белом. Ну вот им. Вот, ну вот это все, короче, тут есть. Всякие спиннингодержатели. Но это уже для тех, которые не дружат с Алиэкспрессом. Вот такая штука, видите, 750 рублей.
Ну, это вообще четенько, мне вот такую штуку надо. Я сейчас на ПВХ лодку приклею и все. И пусть у меня стоит, зачем мне ее постоянно держать? Недорого. Прикольно, вот такую штуку я еще куплю. Или что, 500 рублей есть, во. На электросликпас или что это? Вот такая вот какая-то балда есть, держатель датчика холота. Вот такая есть балда. В общем, вот это клеить надо, блин, у меня клея нету. Не знаю, приклеится, нет, так, блядь, приклеишься, потом отвалится. 1800 вот такая есть. Тоже что-то крутое. Короче, вот такую штуку надо мне. Теперь гидрошайбы, или как гидролыжи их называют. Ну, вот всякие удерживающие вот эти штучки. На прицеп, если сами делаете. Ну, вот видите, какая цена даже. Потому что тут замком, чтобы не стырили. Цена, конечно, да. Шок, блядь, цена. Это все водомоторное. Всегда так почему-то. Так жилеты, кстати, по ГОСТу. По ГОСТу 2300. Спайс. 2300. Вот с этим воротничком. Вот с воротничком 2400. Жилет Командор. Сейчас говорят какие-то новые правила по поводу жилет 2700. Вот прикольный какой-то жилетик. 3200. Можем всякие, видите, кармашки, свисточки туда-сюда. Прикольные такие рукава. Угарно. Ладно. Сейчас еще. Вот какой-то спасер. Хоба. 2650. Ну да, вот это вот нормальный такой с воротничком. Тоже можно поднять. Вот такие карманы есть. В принципе, довольно-таки неплохой. Ладно, для ребенка Спанч Боб, все дела. Так, что у нас еще? Там тоже вон жилетов всяких дофига весел. Пойду, короче, покупать. Вот всякие с электричеством связанные штуки. 1100 прикуривательный аккумулятор. Как вам такое? Вот так вот. Вот так вот такие прикуриватели есть тоже. Это по проводке. Тахометры. 20 тысяч не хотите? Тахометр. За 25 тысяч, вот, пожалуйста. Это не шутки. Так, ну вот такие КУС. Вот этот КУС тоже подсоединяется, по идее. Тахометр КУС. Вот 3500 какой-то есть. Что это такое вообще? Ну-ка, увеличим спидометр, GPS. Спидометр. Сейчас спидометр у этих у всех в телефонах есть. Это всякие датчики. Вот всякие такие нержавеющие штучки. Цены, конечно, да, отличные. Вот болты нержавеющие. Пожалуйста, кому надо. 33 рубля, 47. Мне бы на пробки бы мне. Нержавеющие, 2 новых прокладочки. 2 гаечки на редуктор. Кстати, ну и резиночки бы тоже. Вот на ПВХ лодки всякая бяка. Здесь ручки вон, по 200 рублей, по 150. Всякие уключенки и прочее. Вот такая вот беда есть. Тут шары. Шары в углу. Ну, пауза ставьте, смотрите. В принципе, я медленно веду. Кому что надо. Внимательно тут можете оглядеться. Чтоб не ехать сюда. Далеко ехать, конечно. Жопа тут, блин, вообще. Ладно, что тут еще осталось? Вот всякие вот эти вот для прицепа. Рации. 8000 зарядник. Нормально, да, такое? 8000 не хотите, ребят? Ага. Карта дороги России. 6400 не хотите? Вот вам такие приколы, блин. Ладно. Будем выключаться. В общем, маленечко отоварился. Здравствуйте. Цены, конечно,
Ну, винт, да, самый дешевый я нашел. Винт 5200. Держатель для удочки. Короче, на лодку ПВХ хочу для удочки. Спиннинга там держатель такой прикольный. Потом на лавку чисто прикручу элементы питания. И вот прокладка пробки Honda. Бам-бам. 250 рублей прокладочка оригинальная. Ну, посмотрим, в чем отличие. Надеюсь, все четко будет. Каждый год покупаю новый винт. Ну вот, Истмарин. Или как? Тоже, кстати, каждый год он меняется. Да? Резиновые вот эти. Масло в редукторе меняете. Ну да. Один раз обжал и все. Сейчас буду проверять. Поменяйте прокладочки, оказывается, другие прокладки были. Винт. Кто такие? Marine Rocket, кто такие? Тоже китайцы, да? Сейчас все китайское. Вот тут написано Honda, алюминий. Потому что 13-й винт не докручивается. А вот этого перекрут, но можно регулировать, но скорость больше. Ладно, сейчас собираю. А, ну да, вот у меня вот такой вот был. Только я его перекрасил в черный цвет. Надо было тоже аутентично вот так покрасить. Тупанул я, ребят. Ну, четкий был мотор на моем YouTube канале. Там внизу есть, как я его перекрасил. Только у меня вот этой штучки не было, по-моему. Что-то я не помню. Или была. Ну, бак тут он тоже оригинальный. Прикольная тачка. Да, ну вот еще был. Как-то назывался этот, блин, аппарат, блин. Джонсон 9. Warhorse. Джонсон, прикольная тачка. 3.5 87 года. Салют 3. Сельва. А, все понял. Сельва тоже тема была в свое время. У меня вот Зоншенг был, это самая копия вот этого Сельвы. Вот еще какая-то и ветерок 8М. Да. Техника. Орион Бот. Все. Пора домой. Ну вот этот магазинчик, русская механика. Ну, по-моему, Джет называется, либо Максим. Ну вот Джет, видите. Пикет. Кто там Пикет? Ё-моё. Ладно. Ну вот такие покупки совершил. Оказывается, там прокладки под редуктор другие, блин. Поэтому, может быть, все дело в них. Там вот такие колечки, оказывается, простые резиновые. А я, оказывается, не те прокладки делал. Надо будет такие подобрать в простых магазинах. Копейки стоят на самом деле. Вот. А тут 250, вот такая резиночка. Ну да ладно, водомоторная тема — это вообще отдельная, так скажем, отдельная тема. Вот, там все дорого почему-то. Какой водоем интересный. Заливной. Ладно, ребят, пойду-ка я поработаю маленько. Берете сюда! Надо меня сюда брать! Это вы кого вызвали? Вы что, угораете? Какой?